Здравствуйте, вы смотрите программу «Фокус» на информационном портале LoveMD. Не забывайте подписываться на наши социальные сети, вы будете в курсе происходящих событий в стране и в регионе. Сегодня мы поговорим о политической ситуации, которая сложилась в Гагаузии в преддверии всеобщих местных выборов, которые были назначены парламентом на 5 ноября 2023 года. В Гагаузии свой контекст этой избирательной кампании, который связан не только с той ситуации, которая есть в регионе или войной в Украине, но в то же время и политическая ситуация, которая сложилась в автономии по результатам выборов главы Гагаузии. И безусловно, что результаты выборов главы автономии будут отражаться и влиять в том числе на ход избирательной кампании, которая проходит сейчас, и выборы, которые, напомню, состоятся 5 ноября. Сегодня об этом и других вопросах мы поговорим с лидером политической партии Буджак Ностру, наш Буджак, Валерием Яньоглу. Здравствуйте, Валерий Федорович. Здравствуйте. 5 ноября пройдут выборы. Контекст, который вот я озвучил, он существует. И мы поговорим о выборах, но сперва бы хотелось узнать ваше мнение по той политической ситуации, которая сложилась в автономии за последние месяцы, потому что сегодня мы видим, скажем так, обострение, если так можно сказать, каких-то взаимоотношений между центральными властями и региональными. И последние решения, в частности, изменение налогового кодекса по поводу возмещения НДС. Потому что, на мой взгляд, в этом есть политический контекст, потому что существовали и ряд договоренностей. В итоге что-то повлияло на то, что это решение все-таки было принято. Если мы говорим о процедуре утверждения исполкома, о том, как эта история длилась несколько месяцев, и депутаты жестко заявляли о том, что не будут голосовать, те не соответствуют критериям, те не знают гагаузский язык. В общем, сколько было списков подано Евгений Гуцел, сегодня сложно посчитать, но в итоге исполком был утвержден. 20 сентября, насколько я помню, специальное заседание Народного собрания. По итогу, согласно уложению, исполком должен был подать в течение 15 дней по закону программу деятельности. Эта процедура была нарушена, это нам подтверждал вице-председатель Народного собрания Георгий Лейчу, что исполком не подал в сроки, предусмотренные законом. Но как бы вы оценили всю эту ситуацию и, на ваш взгляд, почему взаимоотношения с Кишиневым настолько ухудшились? Добрый день еще раз. Очень важная составляющая, в том числе и предвыборной кампании, является именно ситуация в Гагаузии и в Республике Молдова, которая сложилась по результатам избирательной кампании выборов Башкана Гагаузии. Что же произошло, если оценивать действия центральных органов власти, которых я не принимаю, потому что они оскорбляют меня как представителя Гагаузии, как гагауза, как человека, который в политике не первый день. Что происходит? Вначале получилась такая ситуация, когда народ избрал человека, которого избрал, по каким-то своим критериям. То есть высший разум, коллективный разум, он сработал так, как сработал. То есть гагаузский народ принял свой выбор и, в принципе, поручает уже Башкану Гагаузии своим голосом дальше продолжать работать как Башкан Гагаузии. Вот тут, честно говоря, у меня уже возникли, после того, как я увидел первые действия избранного Башкана, у меня возникли сомнения, в том числе, понимает ли этот человек, который стал на должности Башкана, с какой целью он стал на эту должность. Потому что первое предложение состава исполкома было предложено никак не Башканом, а человеком, который находится далеко за пределами. Я не буду называть партии имена, чтобы... Нет, вы можете назвать, потому что это человек, который объявлен в розыске. Да, находится за границей, и он предлагает кандидатуру. Закон наш говорит о том, что исполком предлагает Башкан. Для меня это был первый тревожный звонок.
Получается так, что Башкан избранный, он пока не понял, что он избран Башканом Гагаузии, а не сопроводителем или проводником интересов определенной партии или личности подкомандующего. Я рассчитывал, что пройдет какой-то период времени, и Башкан потихонечку, не только рассчитывал, но в принципе и рекомендовал некоторым людям, которые там рядом поблизости, чтобы сказали, передали. Прошло то время, когда мы шли на избирательный участок и просили поддержать, потому что у меня тот поддерживает это, то есть какие-то позиции выявлять новые. Вот. Но в целом, в принципе, я скажу, что депутаты, требуя изучения знания гагаузского языка, они поступили и требования к членам исполкома не только знания гагаузского языка, в том числе и знания и опыт, и многие другие аспекты, особенно к первому заместителю, они были справедливы. Почему? Потому что понимая, что происходит в Кишиневе и между Кишиневым и вот партией ШОР, который потом был объявлен как неконституционным, да, мы понимали, что может получиться какая-то ситуация, что первый заместитель будет исполнять обязанности Башкана. Я прошел уже один раз, это 2000 год, когда Кройтера партия коммунистов убрала, незаконно убрала, был проведен переворот, но по праву я стал исполнять обязанности Башкана. То есть должность первого заместителя, к нему требования такие же, как к Башкану. Вот, поэтому вот то, что происходило там, оно прошло после этого, где-то подкорректировалось, но был избран исполком Гагаузии. И вот тут началось для меня очень тревожное движение, потому что я, в принципе, скажу из чего, что первые лица государства или власти, три власти есть: судебная, исполнительная, законодательная власть, и они, в принципе, выбраны и наделены полномочиями сохранения государственных институтов, сохранения уровня жизни людей и многие аспекты, которые касаются всех, не деля на гагаузов, молдаван, русских и многие другие элементы. И вот тут, когда республиканские лидеры властей начали заявлять о преступности, да, и объявлять преступный выбор моего народа, ну, я думаю, что в этой ситуации он, заявляя о том, что избранный Башкан является чуть ли не членом ОПГ, организованной преступной группы, как было заявлено в средствах массовой информации, и я принимаю это и на себя. То есть я, как член общества, являюсь тоже членом организованной преступной группы. И вот тут уже начинаются, конечно, какие-то действия центральных органов власти по давлению, по принуждению, по унижению моего народа. И я сейчас, рассматривая вот эту, перехожу к НДС, да, с 1999 года по состоянию до 23 года я был в политике. 11 лет был в должности первого заместителя, и все вопросы бюджетные, вы, наверное, тоже в курсе дела, я контактировал с Министерством финансов. В тишине наверху не было шума, но внизу мы бурлило, потому что со многими премьер-министрами, со многими министрами финансов мы обсуждали исполнение закона об особом правовом статусе, в части касающейся в том числе и закона о бюджете. Или в первую очередь, потому что деньги играют всегда большую роль. Так вот, в 23 году уже сформировалось вот то видение, которое было приемлемо всем, для всех. То есть к нему подходить опять с топором, чтобы рубить, это политически неразумно. Почему центр пошел таким образом? Валерий Федорович, вот если позволите определенное уточнение. Ну, во-первых, центральные власти говорили, в частности, Майя Санду, президент страны, сказал, что у нее нет вопросов к жителям Гагаузии, то есть они уважают выбор жителей Гагаузии. Но у них есть вопросы к Евгении Гуцул, так как она подозреваемая в рамках уголовного дела, поэтому пока прокуратура не поставит точку в этом вопросе, она не будет подписывать указ о назначении правительства. Что же касается НДС.
Но да, мы понимаем, что в этом вопросе есть политический контекст. То есть сегодня как бы не хотели спрятать за пазуху, да, эту проблему, она есть. Но давайте посмотрим на ситуацию с точки зрения логики и разумности. Когда появилась эта инициатива в конце лета, рабочая группа депутатов встречалась с центром, и была достигнута договоренность о том, что после первого чтения этот вопрос будет снят с повестки дня. И мы, взрослые люди, понимаем, что были, наверное, и политические условия для такого решения. И этот закон был вытащен в парламент для утверждения в аккурат после утверждения исполкома Гагаузии. То есть, скорее всего, мы 100% можем утверждать, что одним из политических условий не принимать этот закон был не утверждение исполкома, да? То есть это вполне логично. Я не участвовал, я не могу сказать. Я понимаю, но это вполне очевидно, и мы понимаем, что просто бы он был отложен бы. Сейчас получилось то, что получилось. И в этой связи, в связи с тем, что это была политическая договоренность, и в итоге мы видим, что Народное собрание утвердило исполком. Можем ли мы говорить о том, что только центр что-то делает не так в отношении Гагаузии, или гагаузская сторона допускает и провоцирует какие-то моменты, в том числе договариваясь, не выполняет пункты договора? То есть все равно же никто же не заставлял их договариваться по этому пункту. Это был результат каких-то взаимных успехов. Позвольте, я выскажу свое мнение, которое у меня сложилось в течение длительного периода времени участия в политической жизни Республики Молдова. Все это время, начиная с 1999 года, всегда были вопросы, которые необходимо было решать Кишинев, Камрад. Всегда, и они решались. Не решались они иногда в сложные времена, вы же помните, когда коммунисты пришли, убрали крайтора, там возникло, мы проводили референдум и все. То есть не было такого вот, что одобрямся и все было хорошо. Но не было обвинений в серьезных преступлениях без судебных решений. А как бы кто ни говорил о том, что мы же видим, что со Стояновло происходит, да? Нет судебного решения, человека уволили только потому, что некие интересы прокуратуры там возникали как бы определенных групп, да? Что произошло с выбором Башкана? Суд признал? Признал. Судебная инстанция признала Башканом. Значит, не было аргументов для того, чтобы не признать избирательную кампанию или признать избирательную кампанию незаконной. То есть это первый момент. Второй, после того, как было избрано, хотим мы или не хотим, закон об особом правовом статусе и другие нормативные документы регламентируют, что после утверждения и принятия присяги не имеет, как говорится, не регламентировано каким числом. Да, не регламентировано, когда президент должен издать указ, но согласно законодательству вытекает по праву, что с момента принятия присяги, то есть вступления в должность, президент должен принять и издать указ о назначении членом правительства. Нравится Гуцул, не нравится, это уже другая сторона вопроса. Второе. Я не хочу здесь видеть виноватых. Понимаете? Вот чем отличаются наши политики иногда в центре, о том, что они все время ищут виноватых, их виноват всегда оказывается Гагаузия. Сегодня мы должны четко понять, такие шаги необходимы для Республики Молдова или нет. То есть цель, которую преследуют вот эти политические руководители, которые находятся у руля и время от времени вбрасывают какие-то лозунги, которые людей друг с другом натравливают. То есть сегодня говоря о том, что Гагаузия берет больше денег, чем другие территории, да, однозначно делает так, чтобы они возбудились против Гагаузии. Это серьезный аспект. Второе. По НДСу, допустим, это все целесообразно, да, потому что какие-то реформы и так далее и тому подобное. Но здесь, рассматривая сам факт, я перед этим и сказал, необходимо ли было менять вот ту систему, которая нарабатывалась 22 года в бюджетных отношениях Кишинев-Камрад, и выработан был единый подход, правильный подход. И никто не спорил, необходимо ли было сегодня вносить какие-то ситуации, которые явно не будут нравиться другой стороне. Допустим, мы рассматриваем, приняли это решение.
Как должны, я работал в бюджете, я знаю, как формируют. То есть для того, чтобы решить возврат НДС, должны создана быть структура, которая изучит. К примеру, бизнесмен подал документы. Куда? Подал в Гагаузию. Куда? Кому? Кому-то подал. Кто-то должен посмотреть, документы соответствуют действительности или нет. Кто-то должен иметь доступ или полномочия идти посмотреть, какая ситуация у нас на таможне. Проходили грузы, не проходили. То есть здесь появляется куча дополнительных моментов, связанных с тем, что перед тем, как возвратить эти средства, человек должен убедиться в том, или структура должна убедиться. Этой структуры нет. Это первый момент, который вызвал у меня в начале сомнения в том, что это непродуманное решение. Второй момент, согласно закону Республики Молдова, да, о бюджетном процессе, там речь идет четко о том, что Министерство финансов, когда решает или когда предлагает документы, связанные с изменением бюджета, и какие-то изменения уменьшают доходную часть или какие-то увеличивают расходную часть по требованию центральных органов власти, то эти средства поступают в эту территорию в виде трансфертов. Сегодня, допустим, какая-то сумма, которую говорят, я не знаю, какая сумма точно, но говорят о 100 миллионах, да? За 3 года или 4, сколько? Да, за 5 лет 5 миллионов, 500 миллионов, то есть за год получается 100 миллионов. Так, вот тут возникает вопрос. Вот, если вы приняли решение о изменении условий формирования бюджета, в данной ситуации налогового законодательства, да, то следующим моментом должен быть другой, в том, что средства, которые будут уменьшены в поступающий бюджет Гагаузии вследствие возврата НДС, восполняются через трансферты. Второго пункта нет, но закон так говорит, так обязывает. И получается так, что я задаю себе вопрос, а люди-то, которые подписывали документы, и Министерство финансов, и многие другие, значит, или с ними не согласовывали эти действия, или согласовали и сказали, ничего страшного, идем так, а там уже... То есть получается так, что вот это действия, они осуществлены чисто с политической точки зрения, наказать, может быть, еще какие-то там фактуры у них есть. То есть вот в комплексе, рассматривая все эти действия и заявления об организованной преступной группе и многие другие, мне складывается впечатление, что здесь не нужно искать виноватых конкретно какого-то человека. Здесь какая-то тенденция, которая выработана вследствие непродуманных действий властных структур, как в Кишиневе, так и здесь. И попытка быть всеядным, решать все вопросы, не рассматривая и не уточняя интересы, в том числе и Гагаузии. Так что вот все, что связано с бюджетом, здесь вот у меня мнение не меняется. Валерий Ильич, я не оправдываю незаконных действий, в том числе не являюсь сторонником решений, которые принимаются на политической каких-то заявлениях, потому что это не демократические принципы функционирования органов местной власти. Но если мы говорим вот о конкретных ситуациях, которые сложилась между Кишиневым и Камратом, какая-то реакция, наверное, должна существовать у всех, потому что мы имели представление исполкома беглым олигархом, который осужден в Молдове и является в розыске международном. И, наверное, ему везет только из-за того, что Израиль не выдает своих граждан, и поэтому сегодня вопрос экстрадиции как бы практически там не решен. проблема Израиля. Но когда человек, находящийся в международном розыске, представляет с экрана членов исполкома, согласитесь, это ненормально. Это унизило и меня тоже. Я сказал об этом именно этим Вопрос, людям. когда руководство Народного собрания, да, и ряд депутатов едут и встречаются с этим человеком, не получив на это мандат Народного собрания, то есть в качестве кого они встречались? В качестве должностных лиц Гагаузии или как частные лица? Если как частные, почему это афишировалось публично? И здесь наверняка должна быть какая-то реакция, да, центральных властей, потому что за всю историю гагаузской автономии, да, хотя были какие-то взаимоотношения, к примеру, да, скажем, Приднестровской республики, которая сегодня не контролируется конституционными властями Молдовы, но гагаузские политики всегда были осторожны с визитами или с какими-то официальными заявлениями, будучи в составе Молдовы, да, то есть у публичных людей есть определенная доля ответственности от занимаемой должности. И что нужно было тогда ожидать вот при таких действиях от центральных властей? Если говорить о практической части этого дела, потому что
Да, мы понимаем, что есть закон, говорящий, что Башкан должен быть утвержден членом правительства. Далее, я все понял, о чем вы говорите. Речь идет, я не приветствую поездки господина Константинова. Я до того, когда избирали его, говорил о том, что бизнесмен не может быть политиком. Он может быть просто человеком, который определенные интересы будет соблюдать. Да, поэтому в этой ситуации эту позицию я не изменил. Но любой человек, который уже занял позицию властную, да, то он должен задумываться над тем, что он уже не просто Иванов, Петров, Сидоров там, или Янегло, да, он уже является лицом ответственным за какие-то действия и за какую-то структуру, которую он возглавляет. Вот это, я считаю, что это было очень большой ошибкой господина Константинова, когда он на всенародное обсуждение выставил эту встречу. Это во-первых. Во-вторых, что касается, вот кому-то там в Кишиневе не понравилось, это не должно было понравиться депутатам. И они должны были спросить его в узком кругу на заседании президиума. Не надо выходить на слишком большую аудиторию. Там и он должен был дать внятное разъяснение, почему так поступил. Там между собой должны были разобраться. Но это никак не является требованием к власти Республики Молдова. Они имеют отношение к совершенно по-другому. Они, являясь кто президентом, кто председателем парламента, кто премьер-министром, они не должны быть подвержены эмоциям, сиюминутным эмоциям. Да, это им не понравилось, но народ-то Гагаузии при чем? Почему мы сегодня чувствуем, что идет давление, чтобы наказать народ? Нельзя. Это что получается? Забрали деньги, сказали, что денег мы вам не дадим, вы разбирайтесь сами, ищите, да? Так а что это означает? Это означает, что будут страдать определенные группы людей. Те, которые будут выбраны депутатами, я не знаю, какие-то социальные программы идут, какие-то строительства не будет. То есть это ошибка центральных органов власти. Они позволили эмоциям собой управлять. Это неправильно. Поэтому я и говорю, что часто очень политики должны эмоции убрать в сторону и не должны превращать ошибки отдельных товарищей, да, к ошибкам на государственном уровне. Это говорит о неопытности политиков. Это говорит о том, что они могут допустить опять некое, как можно заявлять о том, что двери для депутатов Народного собрания в парламенте республики закрыты. Не для депутатов, а для господина Константинова. Для Константинова. Ясно, что для Константинова, значит, для других. Окей, то есть это все ошибка. Я считаю, что это нелогично. Окей, давайте сейчас посмотрим последствия всего произошедшего, потому что это в аккурат все влияет в том числе на эту избирательную кампанию. Потому что, есть вопросы к центральным органам власти, в том числе по выборам Башкана. Но мы имеем последствия. И в этой связи мое мнение, что власти Гагаузии были более заинтересованы в том, чтобы выборы Башкана прошли прозрачно и честно, чем это нужно было бы Кишиневу. Потому что это все-таки внутреннее дело Гагаузии и выборы, происходящие на территории автономии. И мы должны признать, что слабо сработала и Центральная избирательная комиссия, и мы знаем эту избирательную кампанию. Да, слабо сыграли правоохранительные органы. Они должны были пресечь это все. Сегодня постфактум мы можем говорить все, что хотим. Но мы имеем последствия, после этих выборов, что партия ШОР, которая признана неконституционной, ведет активные действия, пытаясь подкупить, я это на себе чувствую. Подкупить каких-либо кандидатов в примары. В некоторых населенных пунктах выставляют ряд категорий. Используют сегодня абсолютно административный ресурс, рекламируя непризнанную партию и людей, которые имеют это отношение. Я имею в виду, что эти концерты связаны с открытием дорог, где так и непонятно сегодня делается ли это за бюджетные деньги или кто-то вкладывает в это, да? Но мы видим, что к этому, извините за такое слово, примазываются представители неконституционной партии ШОР, и в том числе люди стоят рядом, которые будут или являются кандидатами на этих местных выборах. Мы имеем ситуацию с надбавками к пенсионерам, да? Вопиющую ситуацию, когда эти выплаты будут, как они говорят, произведены в аккурат перед днем голосования. И, на мой взгляд, это является ничем иным, как абсолютно
подкупом избирателей, мы же это понимаем абсолютно четко. И это все является последствиями выборов главы Гагаузии. Да? Потому что если бы мы не имели такую избирательную кампанию по выборам главы Гагаузии, возможно, ситуация сегодня была бы немного другая в политическом плане. Почему, на ваш взгляд, такое вообще стало возможным? И есть ли сегодня какие-то ресурсы внутренние в Гагаузии для того, чтобы прекратить эту ситуацию? Потому что есть народное собрание, казалось бы, да, функциональный орган вроде бы. То есть ни истек, ни полномочия, вроде там есть и депутаты, но мы не видим ни оценку этим событиям, мы не видим никаких заявлений, мы не видим того, чтобы народное собрание как минимум пригласило главу Гагаузии, потому что она участвует в этих процессах, и заслушали и ее позицию в этом вопросе. Я анализирую все это состояние вот этого политического хаоса, который происходит, да, и для себя сделал один вывод, что закончится избирательная кампания, я как лидер партии подойду к госпоже Гуцул, потому что я так понимаю, что или Башкан Гагаузии, или представитель партии ШОЖ. Человек, который занял должность Башкана, он должен сделать выбор. Если он Башкан Гагаузии, он закрывает все остальные моменты, связанные с продвижением имиджа какого-либо партийного функционера, а работает на благо Гагаузии. И вот если Башкан выбирает, выбор у нее же есть, и он выберет одну форму или другую, вот от этого будет дальше зависеть. И я считаю, что есть два варианта. Первый вариант – это и Башкан, и Народное собрание уходят в отставку, потому что вот это вот непонятное сырое, как холодец состояние, оно не может длиться долго, потому что оно должно во что-то преобразиться. Вот. Или второй вариант, Башкан ощущает себя Башканом и начинает работать на благо Гагаузии. Для меня вот этот второй вариант наиболее приемлемый, чтобы мы перестали сопровождаться некими партийными деньгами, непонятно откуда взятыми, потому что я же знаю, что такое бюджет. Как можно сделать дорогу, да? Для этого необходимы документы, для этого необходимо провести тендер, для этого необходимо осуществить какие-то действия, спроектировать, впоследствии выделить финансовые средства и многие другие аспекты, связанные с тем, что вот в конце кто-то становится собственником его, а кто-то это местные органы власти, то есть примария. Вот. Но кто-то вкладывает деньги. Теперь вопрос, а откуда эти деньги пришли? Они же юридически должны иметь свое направление. Поэтому вот здесь Но есть... здесь еще большой вопрос. Если даже это были деньги какого-то фонда, были ли они перечислены на счета примарии? Нет, так я и говорю, что вот это все есть требования, которые предполагают, что да. Мы в свое время, когда еще в 2013, кажется, году приняли закон Гагаузии о фондах развития Гагаузии, внебюджетных фондах развития Гагаузии. И тогда мы механизмы отрабатывали, что в случае, если есть какие-то наши друзья, к примеру, регионы России или регионы Украины или регионы Соединенных Штатов Америки, которые захотят на территории Гагаузии, к примеру, построить какой-то объект, да, и вот они через эти внебюджетные фонды могут решать, и все равно это решает исполком Гагаузии и Народное собрание. То есть, может, они каким-то образом, я не владею ситуацией. Почему я говорю, что я разговаривал с некоторыми, будем говорить, депутатами Народного собрания и планирую создать некую дискуссионную площадку на платформе партии «Наш Буджак». И когда мы там соберемся, есть какая-то политическая элита, которой нужно высказаться, выговориться и, может быть, найти общее решение. Я думаю, что там решение есть. Но в этой части я не считаю, что вот эта некоторая неразбериха в наших властях, это является основанием усугублять ситуацию. Наверное, центр должен был бы, пригласить как отец родной, как у нас принято, и сказать: ребят, кажется, мы немножко загнули. Давайте возвращаемся на площадку и начинаем обсуждать.
на мировую и решаем все вопросы, которые нужно. Но это тогда, когда госпожа Гуцул почувствует себя башканом Гагаузии, а не членом партии. А как это сегодня отражается на избирательной кампании? Вот, потому что для партии Буджака Ностру, наш Буджак, это дебют, да, в участии в избирательной кампании после регистрации. Я могу ошибиться, но вы первый раз участвуете в избирательной кампании. Когда нам это было? И вот для вас есть проблемы из-за такого поведения представителей команды неконституционной партии ШО? Я бы не сказал, что проблема. Это просто она вытаскивает новые задачи. Вы понимаете, я вот обращаясь к людям, всегда говорю о том, что мы в свое время по утрам просыпались и смотрели, сосед что-то не выходит, слушай, его двери целый день не открывают. Что-то с ним случилось. Пошел, открыл дверь и посмотрел, слушай, может, кусок хлеба, что, ты заболел или что? То есть было некое сострадание, сочувствие, участие, да? Сейчас деньги. И сейчас получается, что люди идут и ждут, что ему принесут деньги. Я вот попытался вот в эту избирательную кампанию внести некое новшество. И говорю о том, что людям не нужно ждать от политической партии «Наш Буджак» денег, потому что у них ее нету, и давать мы ее не будем. Но духовное начало, идеологию, которой мы должны двигаться, и цели, которые мы выработали в общей сложности для Республики Молдова, вот с ними мы можем поделиться, и, если вы захотите, то народ будет финансировать эту партию. Потому что откуда сегодня юридически, откуда я могу получить эти деньги, да? Валерий Ильич, посмотрите на ситуацию, связанную с... Я доскажу, я доскажу. Значит, поэтому речь идет о том, что вот если с этой точки зрения, то политическая деятельность партии «Наш Буджак» и деятельность тех партий, которые располагают, не знаю откуда, располагают большими средствами, они разнятся. Они на самом деле, когда рассматривается вопрос формирования списков советников, да, почему-то, я не буду раскрывать почему, но почему-то люди идут в списки тех партий, у которых есть деньги. Вот с чем то есть вносится новшество, которое для меня, оно усложняет мои дела. Валерий Ильич, давайте посмотрим на ситуацию, потому что в партии ШОР нет, она признана неконституционной. Есть шанс, есть возрождение, есть... да, может быть, Илон Шор... Я их назвал, пусть они извиняются, рекламу им делают. Партии, но то, что происходит в Гагаузии, есть люди, которые выдвигаются сторонниками этой группы, потому что это не политическая партия, да, по закону. Да. Есть решение Конституционного суда, тогда это, наверное, какой-то кружок, секта, не знаю, пусть они там называют себя как хотят. Но есть каждый к населенным пунктам, который выдвигается командой этой партии. Официально они не политическая партия, то есть официально они не участвуют как партия. Соответственно, их нельзя санкционировать, допустим, за незаконное финансирование как политическую партию, но они это продолжают делать. Ситуация с пенсионерами, да, неплохо, что будут поддерживать пенсионеров. Но факт же идет, мы же понимаем, что о подкупе избирателей. Почему эти выплаты не произвести после ноября, рекламировать их до выборов? И сегодня нет прозрачности в этом вопросе. То есть якобы исполком заключил какое-то соглашение с кем и почему. И по сути вы, как ваша партия, которую вы возглавляете, сегодня в неравных условиях, потому что написать жалобу вы не можете, потому что нет политического формирования, которое зарегистрировано как конкурент на выборах. Некого писать, не на кого писать. Да. Писать на каждого кандидата, которого они поддерживают, это практически нереально в условиях этой избирательной комиссии, потому что вы должны будете, вместо того, чтобы заниматься избирательной кампанией, завязывать только в переписках, и получается, что не только вы как политический конкурент, но и другие политические формирования в неравных условиях. И сегодня создалась такая система, которая ставит тоже под вопрос выборы в местные органы власти, как и башканские выборы. Мы же понимаем, что может сработать те же схемы, потому что только по Камрату я Не можно. Сработают эти схемы, и эти схемы известны центральным органам власти. Об этом речь, понимаете, мы смотрим все время, кто-то что-то... Да, я ничего не могу сделать, потому что я та же политическая партия, участвую. Более того, мне создаются препоны для того, чтобы еще раз снизить какие-то дела. Поэтому я обозначил, что мне, как политическому сообществу, которое идет на выборы, не с руки
что-либо делать, потому что у меня не получается, не получится. Но схемы, допустим, если эти схемы продолжатся, к примеру, в Гагаузии или в целом в Республике Молдова, они известны. И тогда сегодня нужно бить по конкретным схемам. То есть вот для правоохранительных органов поле деятельности открывается полностью. То есть нужно упреждать. Но я вижу, что в принципе, скорее всего, если, к примеру, где-то в республике будет продолжаться финансирование, то необходимо его на ранних подступах исключить. Потому что потом уже мы опять будем бить по хвостам. Все уже уйдет. И сегодня никого обвинять не будем. Мы являемся теми людьми, которые, вот, исходя из той ситуации, принимаем ее. Я сформировал списки в Камрате, в Чадарлунге, в городах, будем говорить, в Гайдарах, в Ферапонтьевке. Вот. Для того, чтобы есть несколько целей. Первое, показать о том, что мы родились. Потому что идти, да, есть у меня связи в целом по Гагаузии, вы знаете о том, что есть какая-то известность, и люди готовы были, но это нужно осуществить очень серьезную работу. И поэтому, мне не удалось сформировать намного больше, но была реальная возможность. Потому что у меня ограничены были возможности, в том числе и финансовые, и передвижения, и многие аспекты. Но первая задача – показать, что мы родились. Многие очень говорили, вот необходимость гагаузской партии назрела. Подходили ребята, говорили, Валерий Федорович, надо создать партию. Ну вот создана партия, давайте дальше. Дальше делаем вместе. Но я знаю, что есть некая хитрость, некие самые. Создал, и я понимал, что после того, как будет создана партия, дальше вот этот груз надо будет нести самому. Я его стараюсь нести с помощью моих друзей, коллег, которые также поддерживают и помогают, и мы идем. В населенных пунктах мы сегодня предложили людей, которые знают. В Камрате есть команда, которая знает, что делать. Валерий Федорович, если мы говорим о кандидатах, в скольки населенных... Вы сегодня я назвал их. сконцентрировались только по Гагаузии или... По Гагаузии. Вы понимаете, партия была создана, многие говорят, даже звонят из других городов, говорят, есть много знакомых, давайте мы сформируем на нашей территории вашу партийную организацию. Нет задачи у меня сегодня идти в целом по республике. Я вижу, что растаскивают Гагаузию. Сегодня политики, которые не имеют платформы для того, чтобы обсуждать, они сегодня каждый тянет в свою сторону. И не видят той общей идеи, куда должна быть. А Гагаузия должна быть в составе Республики Молдова, отстаивать свои интересы и двигаться вместе с государством нашим. Есть ряд программных моментов, которые я бы хотел, наверное, сказать, что отличает от других партий. Мы, например, говорим о двухпалатной системе управления законодательной властью Республики Молдова. У нас в программе это написано. Это так парламент и Совет регионов. То есть две палаты, они будут это первая часть сдержки и противовесов. Второе, у нас в программе мы говорим о квоте в парламенте Республики Молдова для Гагаузии. То есть есть несколько моментов, которые мы сегодня хотим рассказать людям. Окей, но это все-таки политические лозунги, и они больше подходят на парламентские национальные выборы. На местных органах эти вопросы... Но вот скольки... Для того, чтобы они на национальном уровне работали, мы должны сегодня людям разъяснять. Валерий Федорович, в скольки населенных пунктах Гагаузии... Я назвал эти населенные. Вы имеете кандидатов в примары? Я назвал эти... Нет, примары у нас Ферапонтьевка. То есть... Но мы поддерживаем примаров Чадарлунги, действующего примара. Он вошел в список советников. Вот. В Камрате у нас поддержка идет до Доглу. Если мы посмотрим на ситуацию по организации выборов, она сегодня способствует тому, чтобы конкуренты имели равные условия с точки зрения работы центральных органов власти, правоохранительной системы. И для всех ли одинаковые условия или кому-то чинят препятствия? Я сейчас не хочу какие-то жалобы. Сложности партии начались с первого дня создания. Только была зарегистрирована партия, счет банка открывал 5 месяцев.
Сознательная. Вот 25 ноября зарегистрирована партия, 12 апреля открыт счет. Хотя по закону банк должен в течение 5 дней открывать. То есть вот такие проблемы у партии существуют и до выборов, и думаю однозначно, что и будет после выборов. Потому что кому-то что-то не нравится. Не нравится или Янегло не нравится, или позиция, или программа не нравится. Да? Или вообще не нравится, что это, она заявлена о том, что юридический адрес Гагаузии эта партия будет поддерживать в начале Гагаузии. То есть в этой части, поэтому других моментов, я однозначно думаю, что у меня возникнут проблемы с созданием счета по избирательной кампании. Поэтому уже с командой собрались и продумали варианты о том, чтобы вообще не открывать этот счет. И идти вообще без денег. Просто вот где-то там встретились на углу, обсудили, переговорили и сказали. То есть, но я это принимаю как за реальность и даже не возмущаюсь. И не буду писать никаких заявлений никуда, понимаете? Потому что все это известно тем людям, которые на это влияют. А если вот, завершая наше интервью, говорить о перспективе Гагаузии в том контексте, который оказалась автономией сейчас, и в условиях избирательной кампании по всеобщим местным выборам, и в постизбирательный процесс, связанный с главой автономии. На ваш взгляд, какая вот, по вашим прогнозам, ну, скажем так, кратчайшая повестка или ситуация в Гагаузии? Какой-то очень короткой перспективе, потому что мы понимаем, что на долгую перспективу в наше время очень сложно прогнозировать, потому что, как оказалось, все влияет на все, потому что в один день может быть введен локдаун, то война начинается у соседей, и это все очень кардинально меняет всю ситуацию. Но вот в кратчайшей перспективе, на ваш взгляд, что ожидать в Гагаузии? Что ожидать в кратчайшей перспективе? Я сказал, что первое, чего я жду, и я думаю, что многие люди ждут, чтобы Башкан Гагаузии отказался от рекламы каких-то политических партий и наконец-то поняла, для чего ее избрали Башканом. Тогда она способна будет решать вопросы, связанные с возвратом полномочий Гагаузии. Тогда она будет, потому что для решения всех этих вопросов налоговая служба нам нужна. Она была нужна, она решала даже в 99-2000-х годах. Вы же помните, когда 10-12 лет не было заработной платы, 10-12 месяцев не было заработной платы у людей, мы с помощью стимулирования мы смогли собрать средства и рассчитались. Вот тогда, когда Башкан поймет свое назначение, да, это один элемент, это станет неким катализатором положительного движения самой Гагаузии в рамки центральных органов власти, и она будет искать пути, с кем решать вопросы Гагаузии. Когда Народное собрание за обсуждением или за криками, которые имеют место иногда в Народном собрании, увидят свое видение, свою цель, свое назначение, а для этого необходимо прислушаться в том числе и к людям, которые находятся вне парламентских вот этих стен. Вот, поэтому, когда люди начнут собираться и обсуждать не на общую публику, а так между собой, какое видение и что мы завтра делаем, вот это второе. То есть вот успокоить нужно нормальном отношении законодательную и исполнительную власть Гагаузии. И следующий этап, я думаю, что после выборов, я понимаю, что до выборов сейчас уже ничего не произойдет, но после выборов президент обязан издать указ и назначить Башкана Гагаузии членом правительства и в конечном итоге найти возможность людей, с кем исполнительная власть Республики Молдова будет контактировать в плане урегулирования бюджетных отношений, в плане урегулирования вопросов, связанных с экономикой, потому что здесь очень много проблем. Проблемы с сельским хозяйством уничтожается. Вы посмотрите, мы принимали закон о винограде, закон о садоводстве. 14 тысяч гектаров виноградника было посажено, более 5 тысяч гектаров сада. Сейчас выкорчевывается. Все выкорчевывается. Так что мы тогда изучали 30-е, 40-е годы, у нас будет пустыня. Зерноводство у нас заканчивается уже, вот видите, что происходит. Тогда какое производство в Гагаузии организовано? Никакого. На перспективу.
Вот эти проблемы надо решать в целом Республике Молдова, потому что все это характерно для других территорий. Поэтому вот мы сегодня должны четко осознать, что пройдут выборы, пройдут эти президентские выборы. И если сегодня президент или руководство исполнительной власти не поймет, что это важно для этого государства, а не важно то, что кто-то давит и говорит, давай про русских против русских говори, эти против Америки говори. Нет, за Молдову говорить надо. То если она не поймет, то следующим президентом она уже не будет. Уже другой президент уже будет решать все, что нужно для Республики Молдова. И это вполне реально. Поэтому вот я считаю, что Гагаузия сегодня должна определиться, вот как она строит Гагаузию, что она планирует, какие программы она собирается реализовывать, но будучи башканом, просто башканом, а не членом партии. Я благодарю вас за сегодняшнее интервью. Напомню, что вы смотрели программу «Фокус» на информационном портале LoveMD. Сегодня гостем нашей программы был Валерий Аньогла, лидер политической партии Буджак Ностру, наш Буджак, для которой выборы 5 ноября 2023 года являются дебютом для участия в этой избирательной кампании. Подписывайтесь на наши платформы в социальных сетях, и вы будете в курсе происходящих событий в стране и в регионе.